На столичных базарах и рынках нет привычной толкотни. В Таджикистане снова подорожание. На этот раз подскочили цены на яйца. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как это объясняет антимонопольная служба страны. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новостях на нашем канале. В Таджикистане рост цен на ряд товаров, в том числе куриные яйца, начался еще в октябре, заявил глава антимонопольной службы при правительстве республики Абдумаджид Муминзода на заседании Нижней палаты парламента. Он отметил, что ведомство проинспектировало рынки Душанбе и получило отчетности со всех фабрик и предприятий, занимающихся производством яиц. Проведенный анализ позволил сделать вывод, что рост цен на куриную продукцию связан с внешними факторами, подчеркнул руководитель антимонопольной службы. Моминзода отметил, что яйца стали дороже не только в Таджикистане, но и в соседних странах. Как вы относитесь к таким объяснениям? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Если сегодня на внутреннем рынке одно яйцо продается по одному самани или самани и 10 дирхамов, то в других странах, в том числе в Узбекистане, оно стоит 35-40 самани, уточнил глава ведомства. Он добавил, что в случае резкого и необоснованного роста цен на куриные яйца в ситуацию вмешается правительство Таджикистана. Однако Саиджафар Усманзода, председатель Демократической партии и депутат Нижней палаты парламента, не согласился с мнением главы антимонопольной службы, заметив, что корм для птицы производится внутри страны в достаточном объеме. Если ввозить в страну куриное мясо и яйца, то я уверен, цены на них будут намного ниже отечественных. Кстати, для ввоза в страну продовольствия существуют льготы, они были представлены импортером парламентом. В чем причина и почему нет импорта? Может, кто-то или какие-то группы заинтересованы в повышении цен на продовольствие? Ваше ведомство имеет право контроля наравне с антикоррупционным ведомством, прокуратурой и счетной палатой. Скажите, проводили ли ваши сотрудники рейды для выяснения причин роста цен на продовольствие? Не думаю, что в вашем ведомстве работают специалисты, способные проводить ревизии, сказал Усманзода. Абдуманджид Муминзод не дал внятного ответа, лишь отметив, что после принятия поправок в закон о защите прав потребителей антимонопольная служба наладит более тесное сотрудничество с прокуратурой и агентством по борьбе с коррупцией. В спор депутата и чиновников вмешался спикер Нижней палаты парламента Махмад Таир Закирзода. «Я, как все горожане, хожу на рынок и могу засвидетельствовать, что после представления льгот импортерам цены на куриное мясо заметно снизились», отметил председатель Нижней палаты парламента. В последние месяцы жителей Таджикистана беспокоит резкий рост цен на продукты питания. Люди говорят, что их доходы упали во время пандемии на фоне значительного роста цен на такие продукты, как мука, яйца, сахарный песок и растительное масло. Власти заявляют, что повышение цен связано с внешним фактором. Новый глава Нацбанка Таджикистана Хаким Халикзода неделю назад в ходе обсуждения в парламенте прогноза денежно-кредитной политики Республики Таджикистан на 2021 год также заявил, что рост цен на некоторые виды продовольствия был обусловлен разными причинами, включая внешнее давление после вспышки коронавируса, ограничение транспортных перевозок, сокращение поставок некоторых основных продуктов питания, а также паникой среди населения. Однако местные предприниматели считают, что причиной резкого роста цен на продовольствие является обесценивание национальной валюты самани по отношению к доллару, посредством которого осуществляется импорт. Но власти это отрицают. Тема повышения цен, в том числе на предметы первой необходимости, регулярно обсуждается в Таджикистане. Власти республики объясняют происходящее недостаточным производством или ростом цен в странах-импортерах. Большинство продуктов в стране импорт, так что цены выросли на все. На этом у нас все. Цените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.